Серый, голубой, синий, серебристый, только холодные оттенки. Такова основная гамма для грима «Снежной королевы». Она красива, но красота ее бездушна, кожа бледна, а взгляд неживой и ледяной. В образе главной героини сказки актриса Крымско-татарского театра Лимара Джилилова. Дети думают, что это холодная, злая женщина, которая всех замораживает. Но в душе она все равно очень добрая, которая хочет любви, которая хочет тепла и не хочет быть одной и одинокой. Мне кажется, эта сказка вроде и детская, но с глубоким таким смыслом. Остаются считанные минуты до начала спектакля. Актеры завершают перевоплощение в персонажей знаменитой сказки датского писателя Ганса Христиана Андерсена. Затаив дыхание, дети наблюдают за героями любимой сказки. Новогодние чудеса на одной сцене. Буря эмоций, сотни детских улыбок. Мультимедийный эффект постоянно переносит детей в разные места. То в дом Герды и Кая, то на городскую площадь, то в логово разбойников, то в Лапландию с северным сиянием. А музыка еще больше усиливает акценты действа. Мне очень нравится этот спектакль. Я рада, что я здесь нахожусь. Актеры очень хорошо играют. Сюжет развивается стремительно и увлекает не только юных зрителей, но и их родителей. Спектакль длится всего лишь час без антракта, смотрится на одном дыхании. Нам все нравится, актеры вообще большие молодцы, играют отлично. Даже вот ребенку 2,5 года смотрит обворожительно, все великолепно. Подарки. А тебе понравилось? Скажи, круто. На протяжении сказки Герда с храбрым и горячим сердцем становится еще сильнее. Пройдя через все испытания, она добралась до ледяного замка. Ее любовь растопила царство Снежной королевы. Она доказала, что только доброта и терпение могут разрушить злые чары. Дети очень хорошо реагируют на сказку. Они даже бывает, что подсказывают, что делать мне дальше, куда, например, Снежная королева унесла Кая, или же куда разбойник ушел, они вот всегда реагируют. Или когда я хожу ищу Кая, они мне говорят, он туда ушел, он сюда ушел. Это так, честно говоря, очень приятно. На этих новогодних каникулах артисты театра радовали маленьких зрителей спектаклями «Орман Давасе», «Лесной переполох» на крымско-татарском языке и мировыми сказками «Красавица и чудовище», «Снежная королева» и «Клочки по закоулочкам». После локдауна, затем и капитального ремонта в храме Мельпомены настоящий аншлаг. Обрадовались, что вот к нам пошел наш маленький зритель. Наконец-то зал наш наполнился детским смехом, детской радостью. Мы были очень воодушевлены, и большое за это спасибо нашему маленькому зрителю. Спектакль «Снежная королева» – завершающая постановка в новогодней программе театра. Впереди зрители ожидают много премьер на крымско-татарском и русском языках. Следите за новинками искусства на сайте театра. Айша Шулакова, Максим Голубев, телеканал «Милет».